ГСП онлайн. Городские новости сейчас. 7 ноября часть россиян отмечает годовщину Октябрьской социалистической революции. Понятное дело, что эта дата вызывает отдельное уважение у Компартии нашей страны. Столетний рубеж с момента ветра перемен не остался без внимания и в Ухте. Череду мероприятий к этой дате открыл вечер в Доме молодежи. Выставка фотографий, кумачевые стяги, узнаваемое название «Правда» на номере газеты и знамя с вождем пролетариата создавали нужный настрой. Строго глядящий в зрительный зал бюст Ленина крупного размера и украшенная сцена акцентировали значимость события. После бравурного выступления от духового оркестра в фойе перешли к сути – значимости революции в контексте современной ситуации. Два события в истории нашей страны, в истории нашей Родины по праву именуются великими. Это Великая Победа 9 мая 1945 года и Великая Октябрьская социалистическая революция. Они, наверное, по своей значимости находятся примерно на одном уровне, на одной планке весов. Великая Октябрьская социалистическая революция явилась выдающимся всемирно-историческим событием, величайшим событием 20 века, кардинально изменив исторический путь нашей страны, открыв перед ней самые масштабные перспективы. Она оказала колоссальное влияние на судьбы всего мира. Призрак коммунизма обрел плоть. Также слово предоставляли и многим другим гостям с разными должностями и лейтмотивами речей. С трибуны жгли глаголом, клеймили непорядок, желали хорошего и ответствовали, что уж кто-кто, а вот коммунисты прекрасно понимают, как с многоголовой гидрой социальных проблем разбираться. В общем, под красноречивыми транспарантами, рубленые призывы белым шрифтом на алом полотне, зрители внимали выступавшим минут 40. Затем приступили к награждению. Благодарственные грамоты вручили всем тем, кто так или иначе помогал представительству коммунистов в Ухте. Таких людей набралось немало, притом очень разных, и иногда не участников партии КПРФ. Я за анархизм, но так как Россия еще не готова к новой революции, эта партия ближе всего подходит. Мне партия ближе всего подходит, и я хочу как-то ей помочь, чтобы она стала больше и заменила хотя бы Единую Россию. Официально торжественная часть завершилась, и после небольшой паузы началась развлекательная. Перед собравшимися гостями выступили творческие коллективы и солисты города. Кстати, этим же вечером вручили партбилеты новым членам ухтинского отделения КПРФ. Таковых насчиталось 5 человек. Ну и на этом праздник не заканчивается. 7 ноября коммунисты пройдут парадом по части Старого города. Сбор в 11:00 на Октябрьской площади. Это где фонтаны на входе в детский парк.